Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева с самыми важными новостями. В Душанбе прошла международная конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Conference 2025. Событие собрало ведущих экспертов, инвесторов и представителей технологических компаний со всего мира, став еще одним шагом Таджикистана на пути к цифровому будущему. Подробнее об этом событии в репортаже нашей коллеги Амина Зухурова. Сегодня мы находимся в гостинице Crown Plaza Душанбе, где проходит одна из самых ожидаемых технологических событий года AI Conf 2025. Здесь собрались представители правительства, международных организаций, IT-компаний и инвесторы, чтобы обсудить будущее искусственного интеллекта и его роль в цифровом развитии Таджикистана. Ключевые темы конференции – создание национальной экосистемы искусственного интеллекта, запуск консорциума Area AI и международное сотрудничество в сфере инноваций. В Душанбе прошла международная конференция по искусственному интеллекту AI Conf 2025. Мероприятие стало одной из крупнейших технологических площадок года и собрало представителей правительства, ведущих компаний, инвесторов и научных центров из разных стран мира. Мы занимаемся производством специализированных процессоров и компьютерных систем для искусственного интеллекта. Производим самые большие процессоры в мире, которые существенно превосходят по своим характеристикам любые другие конкурентные решения для обучения и обслуживания больших нейронных сетей. Думаю, что все из вас, возможно, используют такие модели и сервисы, как ChatGPT или Claude от Anthropic. И, наверное, замечали, что иногда, когда вы пытаетесь спросить модель о чем-нибудь, она отвечает не сразу. Это занимает некоторое время. С нашими компьютерными системами мы существенно ускоряем этот процесс и делаем ответ этих моделей существенно более быстрым, что позволяет общаться с моделями в режиме реального времени. И также наши программное обеспечение и компьютерные системы позволяют обучать эти большие модели существенно меньшими усилиями и меньшими затратами. Надеемся, что это позволит существенно развить область приложения различных больших моделей и внедрить искусственный интеллект в большие сферы нашей жизнедеятельности. Конференция организована по инициативе правительства Республики Таджикистан, Совета по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий, а также отечественных компаний Zipple AI и Area AI. В центре внимания развитие национальной экосистемы искусственного интеллекта и запуск ряда ключевых проектов. Среди них первая таджикская языковая модель Soro LLM, обученная на более чем миллиарде слов таджикского корпуса, а также кластер Dario.ai, работающий на основе платформы NVIDIA H200 и возобновляемых источников энергии. Кроме того, был представлен проект Area AI, первая в регионе инвестиционная зона, направленная на развитие академий, лабораторий и стартапов в сфере искусственного интеллекта. Среди участников представители Google, DeepMind, Perplexity AI, Yotta Data Services, Adaption Labs, NVIDIA, а также зарубежные эксперты и инвесторы. В рамках конференции обсуждались вопросы применения искусственного интеллекта в образовании, бизнесе, государственном управлении и устойчивом развитии. Tajikistan has pioneered the concept that when it comes to AI, you can apply some of the leading principles of self-regulation to promote innovation, to create an innovation-first economy. Мы не ссылаемся на галлюцинации нейросетей, мы достигаем оптимального результата в самых сложных проектах. Ну, допустим, в промышленности мы можем собрать максимальную информацию по технологиям, по спецификациям, по применениям различных материалов. Их количество может достигать там тысячи, десятки тысяч наименований. В кратчайшие сроки мы можем найти самое оптимальное решение для разработки какого-либо изделия. То есть это связано и с сработкой металла, с летательных аппаратов и так далее, и так далее. То есть об искусственном интеллекте можно рассказывать долго, но на самом деле я не совсем называю АИ искусственный интеллект. Это разработка новейших технологий, которые раньше не использовались. И самое главное, это позволяет в несколько раз, там, в 5-6 раз собрать, найти самый оптимальный результат. И я уже повторяюсь, поставщику, заказчику выдать самый точный результат.
Особое внимание уделено подготовке новых кадров. Планируется внедрение основ искусственного интеллекта в школьную программу, что к 2028 году охватит более 4000 школ и 2 миллиона учащихся. Проведение конференции AI Conf 2025 стало очередным подтверждением активной роли Таджикистана в развитии инноваций и цифровых технологий, открывая новые перспективы для международного сотрудничества и научного прогресса. – 24 октября в городе Душанбе состоялось собрание, посвященное празднованию Дня профсоюзов. В работе собрания приняли участие руководители профсоюзных организаций, активисты профсоюзного движения республики, представители министерств и общественных учреждений, научных, литературных и культурных кругов, зарубежные гости и средства массовой информации. Подробности далее в нашем репортаже. В городе Душанбе состоялось торжественное собрание, посвященное Дню профсоюзов. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, активисты профсоюзного движения, ветераны организации, представители соответствующих министерств и ведомств, а также средства массовой информации. Перед участниками выступил председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, который отметил, что благодаря государственной независимости в соответствии с законом Республики Таджикистан о внесении дополнения в закон Республики Таджикистан о праздничных днях от 23 декабря 2021 года в стране официально отмечается День профсоюзов. В завершении собрания ряд активистов профсоюза были награждены благодарственными письмами за плодотворную и эффективную работу. В честь Дня профсоюзов Таджикистана, который ежегодно отмечается 24 октября по инициативе Республиканского комитета профсоюзов работников Народно-демократической партии Таджикистана, состоялось политико-культурное собрание. Местом проведения мероприятия стал Институт социальной медицины Таджикистана. Мероприятие было организовано по инициативе Республиканского комитета профсоюзов работников Народно-демократической партии Таджикистана в честь Дня профсоюзов Таджикистана, который ежегодно отмечается 24 октября. В собрании приняли участие первый заместитель председателя Народно-демократической партии Таджикистана, представители Федерации независимых профсоюзов Таджикистана и профсоюзов работников сферы образования, которые выступили с речами. В ходе мероприятия обсуждались вопросы создания и развития профсоюзов Таджикистана, роль и заслуги лидера нации в развитии отрасли, а также возможности и преимущества этого влиятельного социального института. Было подчеркнуто, что профсоюзы играют важную роль в защите прав и интересов работников, укреплении социального сотрудничества и социально-экономическом развитии страны. В продолжение мероприятия ряд активистов, заслуженных работников общества, ученых, преподавателей, активных сотрудников различных партийных организаций, независимых профсоюзов Таджикистана, сотрудников телевидения и радио были награждены праздничными медалями Народно-демократической партии Таджикистана, благодарственными письмами Центрального исполнительного комитета и Республиканского комитета профсоюзов работников Народно-демократической партии Таджикистана. В Таджикском национальном университете регулярно организуются различные мероприятия и встречи. Наряду с учебными программами также проводятся специальные курсы, ярким примером которых является образовательное мероприятие для студенток под названием «Женщина-лидер». Наши коллеги также приняли участие в одном из занятий этого мероприятия. Правительство страны, учитывая выдающуюся роль женщин в жизни государства и общества, всегда уделяет особое внимание обеспечению прав и интересов женщин и матерей. В меру своих возможностей оно проявляет заботу о них, постоянно поддерживает их созидательные инициативы и всесторонне способствует их реализации. В главном корпусе Таджикского национального университета состоялась встреча студенток в рамках учебного курса «Женщина-лидер» с профессором Гульджахом Бубусодиковой, экспертом
экспертом по вопросам гендера. Следует отметить, что по инициативе руководства Таджикского национального университета данный учебный курс был организован с участием преподавателей, факультетов и активных студенток университета. Открывая очередное занятие курса, организаторы подчеркнули, что главная цель проведения курса «Женщина-лидер» – реализация государственной политики в сфере работы с женщинами и семьей, подготовка женщин к руководящим должностям, продвижение идей гуманизма и патриотизма, а также сохранение и уважение национальных ценностей. В продолжение мероприятия приглашенная гостья выступила с речью, отметив, что привлечение женщин к руководящим должностям является одной из ключевых задач государственной политики в отношении женщин и семьи. Также гостья поделилась своим управленческим опытом и представила молодежи полезные идеи и рекомендации. По инициативе кафедры финансов в Таджикском государственном университете коммерции состоялась республиканская научно-практическая конференция на тему медицинское страхование, проблемы и перспективы его развития в Республике Таджикистан. В работе конференции приняли участие ученые, отраслевые эксперты, исследователи, студенты и магистранты. Вашему вниманию репортаж наших коллег на эту тему. Пленарное заседание Республиканской научно-практической конференции на тему «Медицинское страхование, проблемы и перспективы его развития Республики Таджикистан» открыл проректор по науке и международным связям Таджикского государственного университета коммерции. Он отметил, что по инициативе и при непосредственной поддержке лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, страховой сектор страны развивается и превращается в один из важных факторов роста национальной экономики. Было подчеркнуто, что благодаря поддержке лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, проводимая правительством страны политика в сфере дальнейшего развития этого сектора экономики создает благоприятные условия для достижения стратегических целей государства. Тема конференции «Медицинское страхование, проблемы и перспективы его развития в Республике Таджикистан» посвящена одному из приоритетных и значимых направлений социально-экономической политики государства. Цель мероприятия – обмен мнениями, опытом и результатами научных исследований в области укрепления системы медицинского страхования и определения путей ее устойчивого развития в стране. В условиях развития рыночной экономики, цифровизации отраслей, укрепления правовых и экономических основ медицинского страхования приобретает особую актуальность. Другие участники также представили свои доклады. Было отмечено, что проведение подобных научно-практических конференций позволяет исследователям, специалистам и представителям государственных структур рассматривать актуальные практические вопросы отрасли и предлагать эффективные пути их решения. В столице Таджикистана с особым размахом прошел заключительный этап республиканского телевизионного фестиваля конкурса народного творчества «Андалеп-2025». Мероприятие, организованное в рамках исполнения указа президента Республики Таджикистан, собрало в стенах Государственной филармонии имени Акашарифа Джураева лучшие творческие коллективы страны, чтобы продемонстрировать богатство национальной культуры и традиции. Подробности в нашем сюжете. В зале Таджикской государственной филармонии имени Акашарифа Джураева царила атмосфера праздника. Ведь здесь состоялся фестиваль-конкурс народного творчества «Андалеп-2025». И в финальном туре встретились художественные коллективы района Шох-Мансур города Душанбе и района Хуросон-Хатлонской области, представив свои номера в 12 номинациях. Фестиваль стал не только ярким событием культурной жизни республики, но и важным шагом в сохранении и популяризации народного творчества. В программе прозвучали традиционные песни, были представлены театральные миниатюры, а также продемонстрированы уникальные ремесленные работы. «Андалеп-2025» – это не просто конкурс, а масштабный проект, направленный на поддержку талантов укрепления национальной идентичности. Организаторы подчеркнули, что фестиваль отражает достижения Таджикистана
Казахстана в сфере культуры за годы независимости. И, по словам представителей оргкомитета, фестиваль стал площадкой, где молодые и опытные исполнители могут показать свое мастерство, а вот зрители увидеть все многообразие нашей культуры. Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения, но его главный итог – это, конечно же, вдохновение, которое получили и участники, и гости. В ходе фестиваля-конкурса артисты района Шохмансур города Душанбе набрали 115,6 баллов и одержали победу над артистами района Хурусон Хатлонской области. Андалеп-2025 еще раз доказал, что народное творчество остается живым и актуальным, объединяя поколения и регионы. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Всем желаю хорошего вечера. До свидания.